Какой язык оригинальный Библии? Иврит. Иврит? Да, блин. Что, Иисус говорил на иврите? Да прикинь, да. А откуда появился там тогда арамейский? Иисус говорил, да, на Арамейский язык, это был язык международный. Проблемы. Международный, как сегодня английский. Все разговаривают на английском, но в каждой стране говорят на своем языке. Билингва это называется. А во времена империи люди Во разговаривали времена на трех Иисуса языках. Иисус говорил на арамейском. А Иисус разговаривал на 3 языках: на арамейском, Да, иврите да, и но на его родной язык греческом. был арамейский. Его Нет, родной иврит язык у него был родной арамейский. язык. Как его родной язык может быть арамейским, если он является иудеем? Его родной язык был иврит. Слушай, Язык все ваши государств- христианские Язык- историки Да помолчи. подтверждают, что язык Иисуса арамейский. Как у Помолчи, него может секунду. быть язык О, арамейский? если ты он так хорошо иудей? знаешь историков, почему же ты не знаешь, что Библия сохранилась? Или ты лицемеришь, или ты просто пытаешься передернуть и тут в чем-то уличить тех, кто есть. Определись уже. Или ты знаешь, В каких-то что говорят соборах там ученые, стихи или ты добавляли, ничего не стихи знаешь. убирали. Не знаю, в каком году, в каком веку это было там. Когда вы ваши эти первосвященники В нулевом собрали году Иисус Библию, родился. там что-то там В добавили, нулевом. что-то убавили. Смотри. Когда у тебя собрали Коран, 26 когда у лет тебя назад. собрали Коран, добавили что-то, убавили. знаешь? Да, и Аллаху. Когда у тебя написали, добавили Коран, убавили оттуда вот то, что хотели, знаешь, коза съела еще аят, знаешь? Крестьяне, он объяснил, почему он назвал Иисуса самозванцем? Зачем я им должен это объяснять? У другого человека, будь он вообще... Я христианин, что ли? Смотри, друг. Я не знаю, кто ты, но тебя задали вопрос, ты назвал Иисуса самозванцем. Пока ты не зашел... Смотри, друг, ты прыгаешь с вопроса на вопрос. Да. Это очень глупо выглядит, потому что ты вырываешь из контекста, и он 10 раз уже объяснял, что он говорил и почему он говорил. Интересно, человек, который называет Послушай, Иисуса пожалуйста, самозванцем, подожди, и там вернемся к там тому вопросу, что ты задавал по Библии. Это сейчас главный вопрос. Оставьте это ваш Иисус, там, Кораны, Библии, блин, оставь. Главное, что сказал я, это самый важный мировой вопрос на данный момент. Это не Давайте потому, его что там я хочу сейчас Давай я еще раз задам тебе вопрос. Иисус истинный пророк? в нашей республике жили, и они более-менее другие русские были. Он не Ты сюда христианин, вопрос что ты с там него ваш, подождите, спрашиваешь? просто он недавно закончит, перевел тему. Ты знаешь, когда у вас написали Коран, убрали оттуда что-то, добавили туда что-то. Ты знаешь, когда это вообще Коран был записан, написан, кто его собрал, вообще историю Корана, знаешь? Знаю. Хорошо, кто собрал, во времена какого халифа собрали Коран? Когда мы Тот, уравняли кто должен был собрать. То есть ты не знаешь. Только что говорил, я знаю, сейчас там, который получилось, в Руси, не это знаешь. вообще Не, я просто, я знаю, что бесполезно вам тут говорить. и они Просто я знаю, что вы Люди, не короче, не слушаете. знаешь. Хорошо, прийти, я мочить отвечу. тебя Я с потому что квартиры, знаю ваш Не ислам. знаете никакие аргументы. Алло, я издеваются, потому что знаю ваш ислам лучше вас. всем что угодно. Да, я сам отвечу. Я Кстати, просто... Главный глава Ты сказал, страны, что ты он знаешь, мог а тебе я-то врать. знаю, что ты не уч полный, Как да, я тебе могу собственной сказать, у нас религии, перемирие, а да? еще решил рот свой открывать про Библию. Мы, Сначала мы короче, тебе, собираем там сколько сначала мы тебя научим твоей религии. перемирие. Так вот, Коран собирали во времена Абу Ты вот, Бакара. пацан, я Теперь вот следующий пацан, да, вопрос. я про себя как Кто его Я собрал, пацан, знаешь? 14 лет. Как его звали? Ага, президент За- России. Я сам услышал по телевизору. Я он разговариваю. говорит, всё, Как перемирие, звали того, кого собрал, Я кто собрал сказал, Коран? закрой рот. Остановка вообще. Знаешь, ты ж только что говорил, что ты Я знаешь. сказал, закрой рот, я Короче, разговариваю. Что-то у тебя куриная память, уже забыл. Хотел сказать, Закир Найк. Или 3 дня, или неделя, что-то такое. Во времена, отвечаю, как во времена какого
мире. халифа Ну, собрали, как я- ты не знаешь? Вот я ответил на это вместо тебя. Коран собирали во времена халифа Абу И, Бакра. короче, Кто его собрал? я Знаешь имя его? попал под Зак- ракетно-бомбовый удар. Поверив Закрой этой рот. мрази, вот этой русской президенту, Я Зак- слушаю ответ. я Закрой лично рот. попал. Закрой рот. Я закрыл, слушаю Я ответ. лично попал Не выключай тогда на микрофон. бомбовый удар. Я не выключаю. Догался, украинский. Вы не принимаете никакие... Во времена кого? Нет, Сказал во я. времена чего? Во времена того, Короче, кого видишь, должен быть, там все нормально сделали. Того, кого... Так вот, ответ на твой вопрос. Где оригинал Библии? Там, где должен быть. Какой язык оригинал? Тот, который должен быть. Сказал. Если ты общаешься таким языком, то соответственный язык будет применяться и к тебе. Все в Библии, все там, где надо, все как надо, и все на том языке, на котором надо. Ты понял? Да, хорошо, понял. Конечно, хорошо. Тогда наряду с исламом начни оскорблять христианство. Я разве оскорблял ислам? Такое же говно. Скажи мне, я с тобой сегодня разговаривал, в каком месте я оскорбил ислам? Там такие страшные вещи Ты написаны. не слышишь мой вопрос, что ли? Почему не говоришь? Я с тобой сегодня разговариваю. Скажи мне, пожалуйста, в С каком тобой месте я... сегодня разговариваю. Так, слушай, вопрос. Слушай, Ты ты, говоришь, ты же говоришь, что я оскорбляю. Я с тобой разговариваю, где я оскорбил ислам? сегодня нет? Ну, Сегодня, вот сейчас. тогда что ты мне сейчас говоришь оскорблять что-то? Я Не, с тобой вся нормально ваша говорю. жизнь, вся ваша суть жизни, вся ваша цель жизни — это оскорбить, унизить ислам. Хорошо, Вот где... это не Хорошо, получается. хорошо. Если не сегодня, хорошо. Проверь. Хорошо. Сейчас с тобой я не оскорблял. Хорошо. Сейчас с тобой я не оскорблял. Скажи. Алло, автоответчик, выключи свой. Веди себя как мужчина. Что с тобой? Как мужчина, веди себя, что ты сидишь. Разговаривай по факту. Вот ты тоже искажаешь ислам. Я в каком... И задаю тебе вопрос. В каком месте я оскорбил? Искажаешь ислам. Алло. Искажаешь стихи. Я понял. В каком месте я исказил или оскорбил ислам? Даже не сегодня. Хорошо, я слушаю. Я слушаю. Я критикую ислам, потому что ислам и те, кто принесли ислам, ничего хорошего моему народу, кроме смертей, убийства и изнасилований наших женщин, не принесли. Христианство, Только твои. я отвечаю, тебе было дано время, ты заткнулся и не говорил. Теперь говорю я. У тебя был эфир, где ты говорил, что чеченцы никогда не приняли ислам силой. А сейчас ты что тут мелешь-то? Ну, потому что... Ты просто определись свои... Отвечаю. Наверное, Да я отвечаю. Мне тебя спустить? Хорошо, тебя спущу и отвечу, потом поднимешься. Пока потапай там. Если выключишь, я не буду слушать твой бред. Если ты задал вопрос, слушай ответ. Ты задал вопрос, слушай ответ. Так вот, у вас, наверное, для вас будет новость, что человек в своем развитии может вначале чего-то не знать, а потом ему могут привести факты и доказательства, и он может поменять свое мнение. Так вот, я из тех людей, когда мне приводят факты и доказательства, беру факты и доказательства, даже если это будет стоить мне любых жертв. Ну, ты видишь, я человек из тех, которые... Хорошо, будешь внизу тапать, пока я отвечаю. Ну, как ты видишь, я такой человек. Мне привели факт, что ислам – это чушь. Вот я принял эти факты, несмотря на жертвы, которые мне нужно было идти. Я пошел на них. Так вот, когда мне привели факт,
как еще во времена имама Шамиля он сражался с язычниками, чтобы исламизировать их насильно. Чеченцев, которые не хотели принять ислам. Он их всех почти что со всеми рубился, вырезал, резал, убивал. Вот когда я прочитал книгу личного писца имама Шамиля и других историков о жизни имама Шамиля, о его войне, военных походах в Чечне, о военных походах Гамзатбека, Газимагомета, вот я принял этот факт. И да, теперь я знаю, что чеченцев насильно исламизировали. И что? Heel gezegd waarschijnlijk zeg die kan je niet na gezegd olsun kwartje doe konen kwartje amado ser olş sekhazer wen gamagina ser kwartje adoti im iş dahi olşmay noqçu no igaz şa noqçu boş değil şu no tu yu aşkit bu noqçu daima und der gazi tun der iş gazu hier bret hier çeçenski ol kafir el munafik el boş noqçu tu maliye oldu. Что дает, что? Видишь, когда им просто говорят, о чем написано в Коране, там, в хадисах, они воспринимают это как оскорбление ислама. Как будто это кто-то тут сочиняет. Я поражаюсь просто. Это просто у них внутренний конфликт с совестью, что ли, идет, который они пытаются... 10 лет одному и тому же поражаюсь в натуре. Я зачитываю что-то им. Они раз, ты враг народа сразу. Прометей. Вчера с Локи сидел тоже в эфире, там сидел еще его друг Ахмад. Прометей, черт, бля. Понятно, да, представился. Смотри, он вчера сидели, короче, он рассказывал, видео там показал, короче, где какие-то шейхи сидят, обсуждают, что Умар лечился спермой мужчин. Слышал про это? Это шиитские наговоры. Вообще квартен ты кочтик. Ну там один шиит, он слушался. Но там он говорил, что приведет хадисы достоверные. Если даже были бы, они удалили бы это. Добрый день всем. Можно слово, ребят? Я вот именно вам никому ни о чем не верю. Я верю именно Ярославскому музею военных искусств. Я скажу почему, дослушайте до конца. Что Мухаммед родился в Крыму. Он никогда не разговаривал на арабском, он разговаривал на русском. Иисус родился в Молдове, он разговаривал на... Давай сегодня не в настроении, а шутки. Да, что-то Юра. Да, это надо так обкуриться. Не, я говорю, Юру будем, вчера послушали, хватит. Корниш крепкий яйца. Вопрос есть. А зачем тогда создали вот этот ислам, вот эти вот Библии, типа, вот ради мотивации или чего, типа, может, не знаю, было бы поклоняться им, типа, вот я же как знаю, в исламе там же что-то наплывается, типа, поклоняться как-то, типа, что это им дают. Я не понимаю. Вот просто я вот считаюсь христианинкой, вот, и я знаю, что, типа, как и у вас, типа, русские там, и украинцы поднимают Библию и говорят, идите воюйте, убивайте людей. И вот понимаю, что это такие ложные. Ты хорошо понимаешь, как христианинка. Но дело в том, что нормальные верующие не призывают убивать и нападать на другие страны. Нормальные верующие. Они нормальные могут себе это позволить. Вячеслав, больше того, да.
Можно, они могут и призывать, но книга не призывает. Да, есть топор, кто-то может пользоваться топором, чтобы разрубать пеньки, там, для полезных дел, кто-то может их убить. Это же не значит, что топор придуман именно для убийства или что он плохой. Да, но вот, священники там говорят, типа, убивайте так, как сказал Бог. Ну, вот у вас так же? Священники — это не вера, это просто служители религии. Они не являются Писанием. Если ты хочешь послушать и удостовериться в том, что священники говорят правду или неправду, открываешь книжку и ищешь призыв к убийству. Я знаю, что они неправду говорят, я знаю. Вот и все. Ну так вот и все. Так в чем вопрос? Тогда вопрос так отпадает. Я интересуюсь насчет вашей религии. Мне просто интересно. Нет, в исламе это прямо написано, прямо в самом священном писании. Как убивать, кого убивать. Ну, скорее всех. Кого не убивать, того ставить на рэкет и получать с него крышу. Вот и вся разница. Процесс. Так они, получается, создали ислам для того, чтобы ожесточить людей, чтобы они пошли убивать людей. Этому их и учат. Это колонизаторская идеология, не более того. Их цель — покорить весь мир и установить шариат, закон ислама, по которому всех будут, скажем, нагибать. А кто не захочет подчиняться, того будут убивать согласно исламу, который действителен от времен Мухаммеда до конца дней. Ужас. Ну, девушка, вы знаете... Подтирание камней. Вы знаете приблизительно историю фашистской Германии, или нацистской Германии, или фашистской там Испании и Италии? Ну, в 30-е и 40-е годы. Вот какая у них была идея? Если честно, ислам даже не сравнится с ними. Ислам даже в подметке не годится там, они в сторонке курят, короче. И что им не хватает территории для жизненной необходимости. Вот это немецкая была идеология фашистская. Взять себя богами, чтобы все подчинялись. А как они собираются в ислам подчинить всех людей? Перед штурмбанфюрером, да, вот перед каждым, перед халифом, перед главным рейхсмастером. Ну, как бы, неважно перед кем. Идея конкретная, жесткая, политическая идеология по установлению своего порядка, своего судебного дела, по установлению своих финансовых проводок, что какое-то одно племя рулит, и все этому племени платят. Даже сами мусульмане должны платить закят, и весь этот закят идет в Бану Хашим. Ну, как-то так. Привет, можно добавить кое-что? Да, конечно. Меня зовут Алекс, я из Израиля. Я недавно читал такую вещь, ну, так, для прояснения ситуации. В ноябре 1941 года была общеизвестная встреча Гитлера с муфтием Иерусалимским, на котором они вместе совместно решали проблему, что делать с евреями, и как бы, ну, это было обоюдное решение. Вы можете проверить это ноябрь 1941 года, можно забить в Google «Встреча Гитлера с муфтием Иерусалимским». Алекс, мы все прекрасно здесь находящиеся знают об этом. У нас куча постов выходила на эту тему. Это 100% известный факт. Просто девушка... Но многие не знают об этом. Это было полноценное сотрудничество, в том числе для уничтожения евреев. Конечно, мусульманские пехоты, эти, как их, батальоны СС были, конечно. Это известный факт. Можно, там девушка задала вопрос, и, похоже, он ускользнула от вас, от вашего внимания.
Нет, Значит, смотрите. ответил. Ну, я, значит, уточню еще один момент. Она спросила, как же он собирается, ислам, достигнуть своей цели. Очень просто. В древние времена это огнем и мечом. Ну, сейчас я договорю. Огнем и мечом они завоевывали вплоть до Испании. А сейчас они гибридную используют тактику. Приезжают, делают вид, что они очень хорошие, добрые и мирные люди. Но когда их становится достаточно много, они лезут в политику, меняют законы, добиваются своего, и потом уже терроризируют население там, где они находятся. Вот так они пытаются достигнуть своих целей. Теперь у меня вопрос, как ислам пытается захватить как можно больше людей в свою религию, если она не на всех языках, Они вообще захватывают очень просто. Они говорят, это хорошая религия, главное, скажи шахаду, стань мусульманином, и все будет хорошо. Они не рассказывают, о чем на самом деле учит ислам. Они говорят, тебе этого не надо, тебе все, что нужно, расскажут. Вот так они обманывая людей, заставляют их принять мусульманство. А дальше уже делиться... Самая главная фишка у европейских даватчиков — это те, которые распространяют. Это я лично с ними общался очень часто и в Англии, и в Германии. Самая главная фишка — это они приходят и говорят тебе: вот ты же знаешь, наш тоже пророк Моисей, а вот ты знаешь Иисус. Иисус тоже наш пророк. Мы их всех признаем и уважаем. Всех пророков библейских, они вот через такую шнягу залетают. Они говорят, вы понимаете, но у нас есть еще и последнее слово самого Творца. Это Мухаммед с последним словом, с Кораном. И вот тут-то начинается самое интересное. Вы уже как бы размякли, вы уже как бы готовенько, и бац, вас накрывают этой шнягой. А потом вам говорят, что кроме... Слушай, ты тут особо нос-то не поднимай, ты вообще женщина. Закуталась быстро в мусорный мешок и быстро в угол. И сидеть пока, и будешь ходить сюда будешь только, когда тебя муж позовет. Это ужасно. И на улицу без мужика тоже. Выйдешь, палками по голове дадут и обратно вернут домой. Просто, мне кажется, что вначале рассказывают, что женщин ислам освобождает и там не приводит. Это поначалу, я говорю, конечно, поначалу. Как тот бедный ребенок, которая в начале стрима зашла. А вот мой папа читает на арабском, он мне такого не рассказывал, что там у нас такое вот написано про пашню и про то, что жену можно 100 ударами плетью можно фигачить, если это, и принуждать к сексу, даже если она не хочет. Как вам такое? Конченые тетка тоже так живут. Да, ну только они же и даже девочек своих, родных детей воспитывают так, как даватчики. Они им рассказывают, что это вот все красиво, вот женщина, она превознесена, и что вот и такая красота, и что это вообще там чуть ли не богожительница женщина, и вот они рассказывают, кстати, ложь о том, что женщины вот в исламе получили свободу. Раньше-то женщин закапывали в землю живьем девочек. Только непонятно, откуда все люди родились. Ну ладно, бог с ним. Как бы такую страшную историю. Девочек закапывали живьем. Пу-пу-пу. А вот ислам пришел, и вообще все у женщин все наладилось. Вот такую они херню буквально рассказывают. Просто в ложь. Когда я смотрел какие-то видео исламские,
где типа красота ислама, и вижу там маленькие девочки в хиджабе, вот в никабе. Вот это. А ведь когда девочек покрывают, это покрывают, чтобы как бы не вызывать страсти, типа, не возбуждало никого. Но маленькие девочки... Это могут быть жены их. Да, это может быть просто показатель того, что это свободная, хорошего рода девочка, что ее можно брать замуж. Вот что это показывает. Только для этого они получали это образование. А высшее образование теперь баквоцахилла. Вот и теперь... Такие вот дела. Просто так что не вестись. Самое главное, надо понять, что у них самый главный, в самой священной книге под названием Коран написано, что врать, обманывать, давать ложные клятвы – это абсолютно нормально. И даже клясться Богом, если тебе это принесет большую выгоду. Вот такие дела, ребятки. Представляете, как все просто в исламе. Еще есть такой момент, что надо, она уже ушла, эта девочка. То, что говорят... Можно я один вопрос? Подожди. В Коране говорится, что врать ложные клятвы – это нормально, если это принесет пользу, вы сказали. Пармат, ты будешь долго или антихадис? Я такого не говорил, так что я довод говорить не буду, потому что такого нету в Коране, только в контексте это устанавливается. Первое, в Коране есть искупление клятвы, то есть можно нарушить клятву. Да, нарушать можно ее. Да. Если ты на войне, скажем так, информационной, тебе можно ради ислама врать. Да, это в хадисе уже идет. Он подумал, что раз я сказал, что такого нету в Коране, что такого в принципе нету в исламе, подумал он. Не, есть такое в исламе, просто там прямо буквально в Коране написано, нету такого. Но в исламе такое есть. Подожди, ты поспешил, дружок. Ну да, я согласен. Ну а как же Аллах, который ему говорю, 16... убежал. Он поспешил. Слушай, а 16 раз он клялся самим собой, этот Аллах, да? Угу. Ну так что там, тоже нормально вроде, нет? Ну да, он чем только не клянется, блин. Клянусь соседским поросенком, падающей звездой, утренней зарей. Финиками. Да. Голосом шамана. Аллах без фиников, да. Можно врать, в исламе можно нарушать клятву. Есть еще же какое-то прям название этому, когда они могут говорить неправду, такие, если им угрожают. Такие, точно. Да, они могут в лицо смеяться людям, а в сердце их ненавидеть. Еще. Вы говорите о том, что типа в религии поставлен там закон о том, что не делай вот это, делай то. Вот человек сделал плохое, понял, что ему ничего не будет, и пошел дальше делать пакости. Чего? Ничего не будет. Ну типа вот у вас есть какие-то законы там в исламе? Хорошие хотя бы? Есть хотя бы один? Вот, смотри, читаю.
Согласно сура Аль-Бакара 2, 225 и Аль-Маида 5:89, за клятву, которую человек скрепил намерением, необходимо искупление, а за другие клятвы Аллах не взыщет с верующих за непреднамеренные или пустословные клятвы. Па-бам! Да, нужно накормить бедняков, Да. либо освободить раба, либо держать пост 2 дня или 2 месяца, точно не помню. И можно нарушить свою клятву. Мухаммед так делал, когда... 3 дня, братан, 3 дня. Ага, все. Мухаммед так сделал, когда он... он же делил дни своих жен, да, один день с одной женой, второй день с другой женой. И вот когда настал день спать с женой Хавсой, он пришел в дом Хавсы и не нашел ее дома. Приспичило чуваку. Мы же мужики понимаем его, да, что поделаешь. Быстро побежал. И теперь вдумайтесь, если жена Мухаммеда не дома, и он не знает, где она же на 2 минуты, только вышла. Она не может на улицу выходить, куда-то гулять, пойти. Понимаете, да, у них нельзя без родственника ходить куда-то, без разрешения мужа, выйти нельзя из дома. И если раз он не нашел ее дома, то мы понимаем, да, что она, наверное, где-то в туалет сходила или максимум. Но ему настолько сильно приспичило, что он быстро побежал за своей рабыней, привел ее в комнату, в дом Хавсы, и прямо на кровати своей жены шпилил свою рабыню. И в этот момент заходит жена, видит эту картину и произносит: «О, Мухаммед, в мой день на моей постели». И Мухаммед спрыгивает с нее и говорит: «Клянусь Аллахом, она мне запретна». То есть я ее запрещаю себе, клянусь Аллахом. И полагаю, что чисто с моей точки зрения, психологии, он это сказал, чтобы избежать скандала со своей женой. Он и избежал ее. Что он делает потом? Он потом думает, проходит время и говорит: «Мне Аллах не спаслал аят. О, пророк, почему ты запрещаешь себе то, что разрешил тебе Аллах, стремясь угодить своим женам? Воистину Аллах прощающий, милостивый. Воистину Аллах прощающий, милосердный». И он с этим аятом... Ой, как... И он говорит: извините, мне она, разрешена, короче. И дальше начал шпилить свою рабыню. Нормально. Да. А с клятвой к нему пришли... Девочка, судя по голосу, совсем юная, вот так у них, так есть эта история. Тут, как говорится, из песни слов не выкинешь, поэтому даже если неприятно тебе слышать, это факты, чтобы ты знала. А ты спрашиваешь, если что-то там хорошее... Здравствуйте, Прометей, здравствуйте, Антихадис. Извиняюсь, что я вас перебиваю. Про пищу что-то я не услышал. Можно мне, пожалуйста, слово? Но одежду и кров он должен обеспечить жене. Можно слово? Здравствуйте, можно слово? Насчет того, здравствуйте, насчет того клятвы, это было: Мухаммеду пришли люди, они попросили у него верблюдов, он сказал им: «Клянусь Аллахом, я вам не дам верблюдов». Потом они пришли 2-й раз, он опять сказал, поклялся Аллахом. 3-й раз пришли, он опять поклялся Аллахом. 4-й раз пришли, или в 3-й раз, он дал верблюдов. И эти люди уходили с верблюдами и подумали: он же поклялся, может, он забыл? И засомневались, что на них может быть грех. Из-за того, что он клялся, они, взяли у него верблюды. И вернулись к пророку и спрашивают: «О, пророк, ты говорил, что ты не дашь нам, поклялся Аллахом, но потом дал нам верблюдов». И Мухаммед на это отвечает: «Да, я делаю клятву,
Но когда вижу более выгодное, более лучшее, искупляю свою клятву, то есть теми 3 вещами из Корана: 2 раба, точнее 3 дня поста, накормить бедняков или освободить раба. То есть искупляю свою клятву и делаю то, что лучше. Он действительно был хозяин своего слова. Захотел — дал слово, захотел — забрал. Настоящий мужчина, да. Настоящий резиновый мужчина, так сказать. А Можно если слово там теперь, пожалуйста? людей убьют, да, если там людей убьют, тоже там покормил бедных и все, типа шел были дальше. Нормально. Я поняла. Это уже другой вопрос, как их бьют, как бьют, там. Если как рабов правильно рубить убьют, пальцы, вообще руки пофигу. и так далее. Капец. Не, если Этот, рабов который убьют, зашел, там... что хотел? Да я хотел сказать вам спасибо большое за то, что просвещаете людей на правду. Я наблюдал, долгое время сидел, смотрел. И все больше и больше удостоверялся в том, что ваши слова правдивы. Я посмотрел, получается, 2 суру, по-моему, 223, про то, что там говорили. Это оказалось правдой. Спасибо вам большое. Вот все, что могу сказать. Ну, мы никогда не врем. Мы используем только... Я в этом только настоящие данные. Мы не врем, но за 3-4 года было пару ошибок. Бывают ошибки иногда, поэтому я всегда призываю своих зрителей удостоверять, проверять. Это и мне помогает исправлять свои ошибки. Это же натурально, потому что у тебя много всего идет в голове, ты как бы путаются темы. Там одни все эти имена только что стоят, они все похожие, ситуации похожие. Вышла она там скребать его сперму или обливать его сперму водой, понимаешь? А это разные 2 хадиса. Ну, как бы... Тут легко спутать можно в натуре. Тем более, блин, исламские тексты спутать. Это такая жесть. Да, там все хадисы об одном и том же. И по-разному, блин. И все достоверны. И все противоречат друг другу, блин. И все они достоверны. Наверное, еще потом становится. Парва, слушай анекдот, например, например, Саида Муслима... Не, ты рассказывай, я тебе расскажу прикол. Ну, например, Сахих и Муслима, они все достоверные. Это сборник достоверных именно хадисов. Самый авторитетный. После Корана, Бухари и Муслим. И там в одной главе, там развитие эмбриона, рождение ребенка. Прям 4 хадиса подряд. И все 4 они достоверны. В первом хадисе сказано, что Аллах на 40-й день отправляет ангела записать 4 вещи, вдохнуть в него дух и так далее. На следующем хадисе сказано на 42-й день. Что пророк сказал, на 40 дней отправляет ангела, бла-бла-бла. На следующем хадисе прямо на 120-й день Аллах отправляет ангела, чтобы давать дух. В следующем хадисе сказано, что изначально в утробе матери сидит ангел, и когда видит сперму летящую, говорит: «О, сперма, Господь». Потом через 40 дней говорит: «О, разжеванный кусочек, сгусток крови» и так далее. И все 4 достоверны. Хадисы, где Мухаммед лежит в мечети, скрестив ноги. В другом хадисе говорить нельзя так делать. Слушай, Пармат, я залетел все-таки на закорюшку. Нашел я его в какой-то помойке и сидел, выжидал его, короче, под черненьким таким этим кружочком. Он не опознал меня. И меня спрашивают: ты кто? Я бывший мусульманин. Они мне говорят: а вот что стало там твое, почему так, типа, как это так? И мне сразу закорюшка такой влетает с ноги: прочитай шахаду. Я говорю: чувак, я бывший.
Нет, ты прочитай шахаду. Я говорю, ты типа меня хочешь проверить, знаю ли я шахаду? Да, ну я шахаду, блин, прочитаю неправильно, братан. Вам это не понравится. Я ему долбанул шахаду, что Прометей, Расулулла. Да. Я ему Пармат Расулулла. И он такой, все, убирайте его. Шайтаны из опа выходили. Шайтаны, поперли шайтаны. Можно один момент там еще сказать для девочки и ее подружек. Если там подружки будут думать принимать ислам, то скажи им, пусть сначала почитают, о чем он говорит, Сунну, почитают Коран, потому что, и ни в коем случае не читают шахаду, пока не познакомятся лично с учением, а то они в такую халепу влезут. Девочки очень падкие на красавцев, там всяких арабов и так далее, на всякие слова красивые. Да. Красавцы арабы, которые потом к батарее ее, да, наручниками прихерачат. Да, потом будут бедные. Ну и слушателей много. Пожалуйста, предупреждайте их, чтобы они не читали шахаду, пока они не познакомятся с самим учением ислама. А лучше приходите сюда на небольшой, так сказать, инструктаж. Ну, я не знала, что ислам на самом деле такой. Я его по-другому немного представляла, если честно. Я не знала, что там такое вот расписывают. Вы его представляли так, как средства массовой информации абсолютно ложно, по какой-то непонятной никому причине начинают делать ислам это такая же религия, как и все, свобода вероисповедания и так далее, что и ты как так или иначе из христианского или из иудаистского мира, ты понимаешь, что это что-то, нечто похожее на твое. И когда ты открываешь вот эту шнягу, а там тогда бывает очень поздно, когда ты уже после того, как ты шахаду приняла, ну ты попадаешь вот в этот водоворот шизофрении с какими-то спермами, с педофилией, значит, с тем, как у жен пророка текло постоянно изо всех дырок, им тазики подставляли. Я буквально не утрирую. Как, кому можно, значит, сколько должно быть свидетелей на измену мужу. Значит, губы пророка сподвижники слизывали кровь. Да, что можно, пока головка члена, если вошла в животное или в задний проход мужчины, или в задний проход женщины, и дальше тело члена не зашло, то гусуль не нужно делать. Знаете, что такое гусуль? Это омовение. Подожди, получается, вы сами правда животных? С животными? Да. То даже омовение не надо. Разрешение есть. Даже омовение не надо делать после козушки, баранушки. И просто тоже интересно, вот, когда в ТикТоке откуда вы взяли всю эту брехню? И когда по другим эфирам вот ходила, там человек был уже, брехню? ислам, который читал, и он защищал брехню, ислам, которую ты несешь, о том, что нет, петушня. типа не вспаривается. Ну а зачем? Подожди. Но ересь, тебя кто-то оскорблял разве? Да мне похуй, кого ты там оскорбляешь. Я говорю, откуда ты взял эту брехню, петушня? Какую брехню? Ты говоришь, что слияние или там соитие с животными можно в исламе. Кто тебе такое сказал, придурок? Еще раз ты будешь обзываться, ты вылетишь отсюда. В Коране есть то есть однозначный аят. «Ля такробу зина», не приближайтесь к прелюбодеянию. И все. На этом точка.
Это значит совокупление с незамужней женщиной, которой вы не в браке еще. Другого Не определения обязательно. прелюбодеяния нет. Ну, покажи мне, где Совокупление вне брака, это все прелюбодеяние. С животным все это будет прелюбодеянием. Где это сказано? Ты знаешь, что такое зина в семантике арабского языка? Да, проституция. Ну. Какая проституция? Такая. Прежде чем нести вот этот всякий бред, прочитайте там контекст, о чем там говорится. Вы вообще христиане или кто? Тут разного вероисповедания, но автор... Да, вот именно. Нужно читать контекст, нужно читать объяснение. Там еще Я хуже знаю, все что вы там в вот наслушались контексте. вот этого петуха Прометея и вот этого петуха Антихадиса. Ну, Ты нужно быть хватит немного оскорблять людей. Я тебя сейчас выброшу. Петуха. Кукареку, иди. Давай, все, свободен. Да, и девушка, еще что меня вот удивило, что заходят мусульмане, которые не читали никогда ничего из своих священных писаний. Они не знают, что там у них написано. Когда им приводят, они злятся, они матерятся, они обвиняют там, не знаю, в чем угодно. А сами даже не почитали. И у них представление об исламе такое, что, как... А у тебя какое представление об исламе? Что ты знаешь об исламе? Подожди. Мухаммед это Христос. И у каждого такое впечатление, что свой ислам. Добрый день, я приветствую всех. Можно я для этой девочки маленькое, короткий замечание или совет? По голосу очень слышно, что девочка молодая и, наверное, не знает такой по национальности чеченцы. Это вообще очень гордый, красивый народ. У них мужская дружба. В общем, я очень позитивно отношусь к этой нации. Но несмотря на это, и вот он принял ислам под влиянием этой мужской дружбы. Они красивый народ, у них мужчины действительно мужественные, правда, мужественные. Нам, славянам, этого не хватает. Поэтому, девочка, дорогая, милая, не покупайтесь на красоту. Слушайте и углубляйтесь не в слова, но смотрите на поступки. Будьте наблюдательны и действительно учитесь быть хозяином своего слова. Но прежде чем его сказать, сначала глубоко его взвешайте, продумайте. Сейчас век информации, эту информацию можно везде, где угодно найти, поэтому не смотрите на красоту мужскую, а смотрите глубоко в сердце. Обмана в это время очень много, и обман очень коварен, очень коварен. Я все. И самое главное, обратной дороги нет. Да. Ой, я же не досказала. Подождите, я немножко разволновалась. Я уточняю. Обратная так вот этот вот актер, это либо обратной дороги, да. Этот актер, он где-то признался, и он сказал: я разочаровался, я не думал, что эта религия настолько воинственная. Вот я еще этого не сказала. Поищите в интернете. Да. Да вот вам хорошая группа с антихадисом. Вот заходите, узнавайте все прелести. Сформулируйте фраза пока не пропала. То есть, смотри, многие будут говорить, что христианство это тоже там и то
было в христианстве, и все было в христианстве, и в Ветхом Завете вот такие там моменты есть. Конечно, негативные. конечно. Как Ты и всегда в любом держи другом во внимании человеческом учение обществе, самого Иисуса Христа. Да, я да. хорошо изучаю, кстати, всю эту Библию. Знаю, где обманывают, где что там. Спасибо вам большое, кстати. Про меня глаза раскрыли вот перед всем этим. О людях. Смотри, Ты не смотри очень на большая разница. красивое лицо мусульманина. Они действительно, мужчины красивые, очень красивые. Но смотри глубже. Ой, да, красивые. Не Мы такие покупайся на это. красивые. Ой, Не, ну, есть, конечно, и всякие, но красивых мужчин там очень много. Они мужественные, с бородой, харизматичные такие, и женщинам такие нравятся. Но делайте выводы. Да, в христианстве тоже очень много неправды, но Библия это не скрывает. Ой, пропала. Что пропало? Девушка недорассказала. Ну, еще раз, просто не знаю, услышали или нет. То есть самое главное в христианстве это то, что говорил сам Христос. Его учение и учение апостолов. То есть, потому что там не к чему подкопаться, там нету ничего несправедливого, ничего противного, ничего греховного. Там не найдешь. И поэтому, что бы ни говорили, вот у тебя должно быть такой ответ и такое восприятие. Да, там смотреть надо разницу глобальную. Христианство – это религия. Это религиозный институт, который положен на базу определенную, да, идеологическую базу, но возведена на ней церковь, как бы, целое философское учение повседневности. Ислам я это осуждаю церковь. Я осуждаю. Окей, а ислам это ровно обратное. То есть тут все идет исходя из интереса правителя, халифа. Добрый день. И все подстраивается под это. Добрый. Добрый день. Я вас очень долго слушал. Да, я и не первый раз вот именно про Михаила слушаю. И его даже вот эти клипы, как их называют. Я просто почему зашел? Я из Греции, я грек, меня зовут Иван. И я довольно-таки пожилой, да? Сейчас только что сказали, что в христианстве Бог справедливый. Нет, в христианстве Бог несправедливый. Он милосердный. То есть, если человек заслужил какого-то наказания, он его может простить, он милосердный. Да. Дорогой друг Иван, одно другого не исключает. Если Бог был бы несправедливым, то он был бы дьяволом. Знаешь, поэтому наш Бог милосердный, он прощает. И справедливый, и милосердный. Одно другого не исключает, потому что он имеет право. Я не отказываю от справедливости. Я не против его справедливости. Нет, я не против, что он справедливый. Да, конечно. Да. Но он я уточняю, вот так прозвучало. Да. Нет, я, видать, не так сказал. Он не только справедливый, он милосердный. Спасибо вам, спасибо. До свидания. Давай. Да, кстати, а ты знаешь, что такое милость? Милосердие оттуда производное. Милосердие – это состояние сердца, а милость что обозначает? Да.
Милость это значит не воздавать, скажем, по заслугам. То есть вот ты заслужил наказание, но тебе не воздается. Вот это и есть милость. Да. Ну, типа праведный Виднее, суд. что в сердце у человека. Может, не знаю, вынужден был он что-то так сделать. Не, ну смотри, есть призвание к праведному суду. Насколько это возможно на земле, как бы. Да, это не божественный суд, но Я знаю, что именно для этого всегда собирают 12 консулов, присяжных, которые не связаны между собой, которые принимают разные мнения и должны прийти к единогласному решению, да или нет, виновен или не виновен. И поэтому это, да, в этом есть милосердие. Это наиболее приближенная механика к божественному суду. Поэтому, да, мы можем сказать, будьте милосердными, судите правильно, не включайте личные интересы в суд. Вот как есть в судебном производстве понятие такое, как конфликт интересов. Не давайте этому случаться. Как бы вам ни хотелось выиграть суд, лучше посидеть, ну, условно говорю, 1 год плюс и раскаяться, и искупить свою вину, чем вот это вот не сесть и не искупить свою вину, понимаете? Это очень важный момент, как бы. Если ты искупаешь вину непосредственно здесь, то все, как бы, ты зачистил, ты свой грех не оставляешь с собой, ты очистился от него, все, чистилище произошло на земле. Можно относительно милости Божьей, он говорит, кого помиловать помилую, кого пожалеть пожалею. То есть относительно милости Божией, помнишь, может, читала, в Новом Завете есть история в Евангелии, где царь 10 тысяч талантов прощает своему должнику. И вот эта вот история показывает, что Бог хочет миловать, но хочет, чтобы мы потом эту милость проявляли к другим. То есть прощали долги, как Он простил нам. Да. Я такое вроде читала. Ну, здесь речь идет не о том, что там ты заняла денег и теперь не можешь их ждать обратно, а речь идет о том, что если против тебя поступили неправильно, вспомни и о том, что ты в свою очередь поступила неправильно, но Бог не отправляет тебя в ад, а прощает, и ради того, что сделал Христос, гарантирует тебе небеса. Да. Там говорится еще, что служители Господа должен избегать ссор, нужно быть добрым со всеми, сдерживать себя, когда с ними обращаются несправедливо. Смотри, это не нарушать заповеди. Если хотя бы одну нарушить, все точно не попадешь. Это идеальное, как бы тебе предлагается идеально. Понятно, что все понимают, что люди не идеальны, поэтому тут могут происходить некие выходы за рамки. И вот, выходя за эти рамки, начинает включаться как бы тот самый земной суд по определенным четким ограниченным законам, которые прописаны в самом Евангелии. Так что, да, девушка, это серьезная, довольно-таки глубокая наука, глубокого понимания того, как человек должен себя вести в социуме, как человек должен вести себя в молитве перед Творцом, как он должен защищать, когда нужно. И да, священная война тоже может быть.
Но никогда не инициированная война. Вот это уже против Библии. Библия совсем не призывает не защищаться и сдаваться каждому встречному будулаку. Что там в чате Сайдаков? Что он петушится? Ну-ка поднимись сюда, поговори. Что там, кто там? Случайными людьми разговаривай. Задам, пожалуйста. А какой был аят про то, как Мухаммада прикрыла перед женщиной? Фатима или как? Кто? Извиняюсь. Это хадис. Это где это? Хадис? Ой. Это хадис муслим. А можно поточнее? Я сейчас не помню. Так как? Ну-ка давай. Я просто хочу сам лично почитать. Это то есть хадис, скажи где мне он... просто. Ситуацию опиши. Я тебе сейчас найду. Это случай с омовением, когда его прикрыла эта Фатима, когда какая-то женщина зашла. Омывался кто? Сам он, как я понял. Пророк. Так. Почему все зависли? Да я вот ищу просто. Мы не зависли, братка. Все нормально, вы болтаете. Так, омовение. Перед женой? Возможно, перед женой. Или... Нет, это дочка его была. Перед... Как? Еще раз скажи. Его дочка его закрыла перед женой, как я понял. Как дочку звали? Фатима, по-моему. Фатима, да. Фатима. Окей. Сейчас посмотрим. У меня на английском все хадис. The prophet... все хадис. The prophet... So hadith, the prophet may Allah's peace and blessing be upon him. Сейчас, я не нахожу. Секундочку, братка. Так, омовение буду... Мистер Начик, я с английского, мне нет проблем перевести на русский так. Рот промыл нос, затем трижды омыл лицо, руки до локтей, провел влажными руками по голове, затем трижды помыл. Затем сказал посланник, вот, Сахих Бухари, Сахих 135-247. Там целая такая статья, уая. Уф. Потом еще есть глава 7. Омовение пророка, лицо. Потом зачерпнул воду и по 2 раза омыл руки до локтей. Снова зачерпнул воду и протер руками голову. Я ими от лба обратно. Вот the fuck. Так. Я ищу эту подружку его. Пока он ищет, а что тебя в этом месте смутило? Что не так? Почему ты хочешь его перечитать? Мне просто интересно это перечитать, посмотреть, вникнуть. Что там произошло такое, что тебе хочется его перечитать и разобраться? Антихадис, он это показывал, я читал, пытался вникнуть, но было слишком много разговоров.
из-за этого не получалось нормально вникнуть. Но мне стало интересно перечитать уже с трезвыми мыслями, все оценить. Ну, Но сам поступок там, как я понимаю, был аморальный. Контекст... Аморальный поступок там был, да? Будто Понял. Он дочку свою. Но ты же слышал, что если дочка рождена вне брака, то мусульманин может ее взять себе в жены. А даже так? Что даже Да, такое, конечно. если она Конечно. вне брака рождена, это для меня тоже шок. Если она рождена вне брака, но при этом она рождена от этого мужчины, он может ее взять в жены? Получается Да, так. да. Да, Какой да, абсурд. 100%. Это просто чересчур аморально. Это еще не дно. Дно это когда получалось, что, вот, допустим, взял он рабыню, она родила ему сына, он эту рабыню продал, потом сын может вырасти и пойти выкупить ее себе как наложницу и иметь с ней секс. И это не осуждает. Нет. Рабство отменили, брат. Я просто искал сам лично, найти не смог, Ну, думал, это антихадис поможет просто найти. это в современном мире отменили, хотя в мусульманстве оно отменено когда? Только в конце 19 века, правильно? Так что там это могло практиковаться вдоль и поперек все это время. Да. Смущало. Я вот тут набрался на какой-то... Я слышал, как пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: поистине в день воскресения к членам моей общины будут обращаться, называя их джурран мухаджилина. Из-за следов омовения, так пусть же тот, кто сможет увеличить свою звезду, сделает это. Кто-нибудь что-нибудь понял? Нет, слишком образный язык. Какую звезду увеличить? Что, размочить в воде свою звезду? Или что это, блядь, значит? Я единственное, что вспомнил, извиняюсь, может, перебью, но, по-моему, там было что-то 847 или что-то вроде того. То ли хадис, то ли что, я не знаю. Вы поможете, я думаю. Так.